Это будто какой-то сюр. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Эмомали Рахмон раскритиковал скорость интернета в Таджикистане. Неужели таджиков услышали? Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании парламенту страны 23 декабря выразил обеспокоенность экономическими санкциями, в 2022 году в результате которых была разорвана цепочка поставок товаров и продукции. О каких санкциях, в отношении каких стран идет речь, глава Таджикистана не уточнил. Жесткими экономическими санкциями со стороны Запада в нынешнем году подверглась Россия, стратегический партнер Таджикистана, после вторжения в Украину. Человечество находится в худшем этапе своей истории за последние 100 лет, подчеркнул глава Таджикистана. В условиях санкций, когда страны изолируют, не дают вывозить товары, мы должны дать свободу предпринимательству и помочь бизнесменам, добавил глава Таджикистана. В Душанбе утром 23 декабря началось 8-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон, обеих палат Маджлиси Оли, Таджикистана 6-го созыва, где Эмомали Рахмон выступает с посланием к парламентариям. В своем послании глава Таджикистана подчеркнул также, что за последние 5 лет зарплаты увеличились в 1,5 раза, пенсии тоже почти в 1,5 раза, уровень бедности за 5 лет сократился от почти 27,5% до 22,5%. Инфляция на потребительском рынке Таджикистана составила 4%, что является одним из лучших показателей в СНГ. Эмомали Рахмон раскритиковал скорость интернета в стране. «Куда в основном едут туристы?» – спросил президент. «Туда, где есть хороший интернет». Глава государства поручил службе связи при правительстве совместно с мобильными операторами и интернет-провайдерами принять необходимые меры для улучшения качества и снижения стоимости мобильной связи и интернета, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Как вы относитесь к таким словам? Неужели мы доживем до тех времен, когда у нас будет интернет на уровне, как у самых развитых стран мира? Эмомали Рахмон призвал покончить с системной бюрократией и заявил, что некоторые ставят свои интересы выше государственных. Даже когда нужно выделить участок для строительства школы, много бумажной волокиты. Пришло время покончить с этим, подчеркнул глава Таджикистана. Продолжая эту тему, Рахмон заявил, что в честь 30-летия независимости из 25 тысяч юбилейных объектов 90% создано предпринимателями. Им нужно создавать условия, нужно искоренить бюрократическую систему, заявил президент. Глава Таджикистана поручил правительству страны в 2023 году обеспечить рост экономики на уровне 8%. У нас есть для этого все ресурсы. Не нужно надеяться на кого-то, нужно надеяться только на себя и на свой народ, подчеркнул Эмомали Рахмон в послании. Также Рахмон заявил, что с 1 июля 2023 года заработная плата работников образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, стипендии и пенсии будут повышены на 20%. По словам Рахмона, общий объем расходов государственного бюджета на социальные сферы за 5 лет увеличились на 62%. С 9 миллиардов сомани в 2018 году до 14,7 миллиарда сомани в 2022 году. Он отметил, что за этот период только на развитие сферы образования и здравоохранения направлено 36 миллиардов сомани, а доля инвестирования социальных сфер в общем объеме расходов государственного бюджета была доведена в целом до 44%. Эмомали Рахмон в ходе выступления поручил правительству, Минобороны и другим военным структурам с целью повышения обороноспособности республики разработать и представить концепцию национальной обороны. Сложная ситуация современного мира побуждает нас принять дополнительные меры по ускорению модернизации и оснащения вооруженных сил техникой и боеприпасами, повышению боеготовности и укреплению оборонной мощности страны, цитирует президента его пресс-служба. Послание президента Эмомали Рахмона парламенту страны из государственного комплекса Кахи-Самон транслировалось по государственным теле- и радиоканалам в прямом эфире. Президент Таджикистана ежегодно в декабре выступает с посланием к Маджлиси Оли, в котором, как сообщает его пресс-служба, определив основные направления внутренней и внешней политики, обеспечение развития экономики, промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, безопасности, правопорядка, здравоохранения, культуры, науки, образования, социальной защиты населения, спорта, туризма, поставит конкретные задачи перед ответственными лицами. По словам экспертов, после послания, как правило, происходят некоторые кадровые изменения в правительстве, но в основном ситуация в политической или экономической жизни Таджикистана не изменится. А как вы думаете, может хоть на этот раз что-то поменяется? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.